Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Плодотворная поездка. Спасибо за то, что вы поддержали наши проекты. Рамзан Кадыров провел встречу с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайно и заместителем председателя правительства Александром Новаком. Тяжело в учении, легко в бою. Подготовка идет полным ходом, программа достаточно насыщенная, плотная, времени на перерывы практически нет. В Российском университете спецназа проходят сборы инструкторов Центра «Воин». Вечер памяти. Творческий вечер стал не только данью памяти, но и возможностью для всех окунуться в мир поэзии, вдохновляясь глубиной чувств и мыслей, которые оставил великий поэт. В Национальной библиотеке Грозного прошла творческая встреча, посвященная 115-летию со дня рождения выдающегося поэта и писателя Чеченской Республики Мухаммад-Салаха Гадаева. Глава Чеченской Республики в Москве встретился с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайно. В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров сообщил, что были обсуждены ряд актуальных вопросов. Пользуясь случаем, он поделился успехами региона в достижении социально-экономических показателей. Как и всегда, по каждому из озвученных вопросов я нашел полную поддержку со стороны Антона Эдуардовича, написал политик. В свою очередь, федеральный чиновник рассказал об эффективном взаимодействии администрации президента и правительства Чеченской Республики, а также качественное выполнение поручений Верховного Главнокомандующего. Рамзан Кадыров поблагодарил руководителя администрации за высокую оценку деятельности его команды и всестороннюю помощь в решении проблемных вопросов. В рамках рабочей поездки в Москву Рамзан Кадыров также встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. Собравшиеся тепло поприветствовали друг друга. Руководитель субъекта отметил, что всегда рад возможности встретиться с ним. Приветствую. Как вы? Очень хорошо, когда вижу вас. Встреча прошла продуктивно. Политики обсудили социально-экономическое развитие Чеченской Республики. Также рассмотрели меры, реализуемые в регионе в рамках государственной программы развития СКФО, энергетического комплекса, а также нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Александр Валентинович дал высокую оценку проделанной работе. Спасибо за то, что вы поддержали наши проекты. Бюджет мы закрыли без всяких обязательств социальных. Благодаря вам, когда нам трудно было, мы обращались к вам. Ваша заслуга. Благодаря вам. Телерадиокомпания «Путь» имени Ахмад Хаджи Кадырова разыграла путевки в Умру. Участники должны были пройти экзамен в 2 этапа по книге «Основы ислама». Это школьный учебник, в котором собрана основная и крайне важная информация о религии. Всего было 3 призовых места. О том, кто благодаря своим знаниям отправится на Малый хадж, в следующем сюжете. Телерадиокомпания «Путь» имени Ахмад Хаджи Кадырова собрала участников конкурса на розыгрыш бесплатной путевки в Умру. Перед началом конкурса на знание основ ислама среди сотрудников СМИ чувствуется легкое волнение. Финалисты конкурса хорошо подготовились и повторяют материал. Конкурсантам предлагают вытянуть билет и ответить на поставленные 3 вопроса. Участники конкурса готовились по данному учебнику «Основы ислама». В нем есть вся необходимая информация о нашей религии, которую должен знать каждый верующий. На втором, завершающем этапе отбор прошли 10 участников. Это их последний шанс продемонстрировать свои знания. Ответы оценивали богословы. Также были заданы дополнительные вопросы. Например, когда наступает время хаджа, что надеть на хадж. كأنك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا حدا عبادة تدو حيقوش وول سنة حيزوات عقوش الله ده حقوشه. Одна из участниц Табар Хаджимурадова, шеф-редактор информационно-аналитической редакции ЧГТРК «Грозный», решила принять участие и проверить свои религиозные знания. Попробовать
раз такая возможность выпала, решила посмотреть, справлюсь я или нет. Нам на подготовку давали время, и скажу, что благодаря этому конкурсу мы много чего нового узнали, очень полезный конкурс. Конкурс организован по инициативе помощника главы региона, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печатям и информации Ахмеда Дудаевым и советником главы генерального директора телерадиокомпании «Путь» имени Ахмад Хаджи Кадырова Адама Шахидова. Основными условиями для участия была сдача экзамена по учебному пособию «Основы ислама». Победители получают главный приз – поездку Умру. خز عام دينا جوب شا دلير تصنخ بوقع خلا عش حيخ نرشأ يازي نرشأ تتاح سمقني أبو. По итогам конкурса путевку получили сразу 3 участника, которые лучше всех показали свои познания в религии ислам. Это Табарк Хаджимурадова, Юсуф Иризеев и Диана Хармуш. На Святую Землю они отправятся в самое ближайшее время. Алина Фадеева, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. По поручению мэра столицы Хасмагомеда Кадырова 12-летней Ясмине Магаевой из Грозного передали подарок. За счет средств общественного фонда девочка стала обладательницей нового компьютера. Соответствующую просьбу она направила в адрес градоначальника в ходе прямого эфира телевизионной программы «Особый разговор» на ЧГТРК Грозный. В соответствии с указанием градоначальника вопросы были взяты на контроль. Стоит отметить, что столичная мэрия продолжает рассматривать их. Без внимания не будет оставлено ни одно обращение граждан. В Российском университете спецназа проходят сборы инструкторов Центра «Воин». Это специальная программа повышения квалификации, современные подходы к военно-спортивной подготовке инструкторского состава. В уникальных сборах принимают участие директора, инструкторы, методисты из каждого филиала организации. Занятия проходят в теории и на практике, охватывая разные направления подготовки. Лейла Муртазова подробнее. Стрельба по мишеням на разные дистанции. Инструкторы детально делают расчет своих действий на белых листах по данной технике. Тестирование принимает представители Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Это получается столько, что это меньше четверти оборота вниз. Это по вертикали. Пуля вырит мушку. По горизонтали. Раз, два, 3,5. Это полоборота мушки. После 11 дней обучения по программе повышения квалификации под названием «Современные подходы к военно-спортивной подготовке инструкторского состава» на базе рос более 200 специалистов Центра «Воин» из 21 региона России сдают выходной контроль, где оцениваются результаты усвоенного материала. Именно здесь можно получить уникальные знания, навыки, поиск, квалификацию. Именно вот на этой площадке. Поэтому было принято такое решение проводить сбор инструкторов Центра «Воин» именно в Российском университете спецназа. Данная программа была разработана с инструкторами Российского университета спецназа. После теоретического тестирования проходит практическую часть. Вместо изображенных мишеней появляются настоящие, на которых надо продемонстрировать свои навыки стрельбы. В процессе испытаний каждый из них сталкивается с личными вызовами. Инструкторы вернутся в свои центры с новыми знаниями и навыками, которые повысят эффективность подготовки молодых людей. Игорь, расскажите, как проходит ваша подготовка, были ли сложности? Я знаю, что вы из Луганской Народной Республики. Да, из Луганской Народной Республики. Подготовка идет полным ходом. Программа достаточно насыщенная, плотная. Времени на перерывы практически нет. Максимум только подтягивать некоторые моменты, в которых есть пробелы. И сложности, да, они есть в некоторых моментах, но в основном в тех дисциплинах, в которых я, так сказать, не проявляю особого внимания. Дмитрий Кравцов, инструктор из Хабаровского филиала. Более 20 лет своей жизни посвятил военной сфере. Проходил службу в танковых войсках России. Год работает в Центре «Воин». Для него это очередной опыт, перенятый от чеченских коллег. Уровень подготовки здешних инструкторов он достаточно высокий, и у нас, как инструкторов действующих, есть чему у них поучиться. Выходной контроль сдавали не только по огневой, но и по физической подготовке, а также по тактической медицине. Парни работают, они мотивированы, они понимают, зачем это. И самый важный момент, что, еще раз повторюсь, кровь течет у военных, у гражданских абсолютно одинаково. И воин обучает и военнослужащих, и гражданских, и педагогов.
и поэтому, естественно, парни работают с желанием. Чеченские инструкторы филиала «Воин» наравне со всеми принимали участие в повышении квалификации. Они не только обучались, но были также задействованы в проведении итоговой аттестации. Наши инструкторы, представляющие филиал в Чеченской Республике, представляют такие направления, как огневая подготовка, тактическая медицина, управление беспилотными летательными аппаратами, инженерная подготовка и военная топография. Центр «Воин» был создан по поручению президента страны и представлен в 21 регионе России. Он реализует программы по патриотическому воспитанию и военной спортивной подготовке для школьников и студентов. Учебное учреждение выпустило более 40 тысяч воспитанников. Наша задача не заключается только в рамках огневой подготовки, тактической подготовки, но и, конечно, идеология. Именно нравственные качества, воспитание молодежи. Это все в конечном итоге получает продукт тот, где вырастают настоящие патриоты. Вот основная задача наша, в этом и заключается. Хотел бы выразить от себя лично, от директоров филиалов, которые находятся здесь, от инструкторов Рамзану Ахматовичу Кадырову, руководству РУС, огромнейшее спасибо за предоставленную уникальную площадку в рамках усовершенствования навыков инструкторов Центра «Воин». По окончании аттестации инструкторов наградили сертификатами о повышении квалификации. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Классик чеченской литературы, писатель, поэт, драматург, переводчик и человек трагической судьбы. В Грозном прошел вечер памяти Мухаммад-Сала Хагадаева. Он был выдающейся личностью, его поэзия заражала и притягивала любого. Произведения, пронизанные философским смыслом и поиском жизни, не оставляют равнодушными ни одного читателя. О жизненном и творческом пути писателя в нашем следующем сюжете. В уютном зале столичной библиотеки прошел творческий вечер, посвященный 115-летию со дня рождения выдающегося поэта и писателя Чеченской Республики Мухаммад-Сала Хагадаева. Это событие собрало множество почитателей его творчества, литературоведов и просто любителей поэзии, которые пришли отдать дань уважения великому мастеру слова. Мухаммад-Сала поэт علمان خلص عشا ونستك خلويس شيء زمن شعور خين عشين تخواتن يقوم تخواتن داخرن سكيرت كيوش خينا سيجا ويقوم تلل أمل جيتنوس أخ ليتراتورة أشي دك بقي قمش بوش دك أرجيالش يتولهت شو دك خانيا قربان دلش تحن خينا تنتر أري وليشوش قيج أورياجوش زاربني إليش كديرزوش تندشنش أو شور ويزن. Вечер начался с теплого приветствия ведущего, который отметил значимость поэта для отечественной литературы, культуры и истории всего чеченского народа. Затем прозвучали вдохновляющие слова о его жизни и творческом пути, которые помогли присутствующим лучше понять личность автора и его вклад в чеченскую литературу. Одним из ярких моментов стало исполнение музыкальной композиции на стихотворение автора Тие Берд, что значит «багровый утес». Мухаммад-Сала Хагадаев родился 6 декабря 1909 года. Литературную и научную деятельность начал в 1928 году. Он занимался переводом на чеченский язык произведений Лермонтова, Толстого и Пушкина. Также является соавтором хрестоматии для средней школы «Литература на родном языке». Судьба поэта была непростой. Половину своей жизни он провел в тюрьме. Но это не помешало ему оставить великий след в литературе. مصرنا عندي ريز على son بعد شيء شو خز برنامج يشين خل أنداخ ويش بوخ بينه غير ساعش ده غير خمسة دول غير دال ريز غير مصرنا وخل На мероприятии была представлена выставка редких книг и архивных материалов, которые позволили глубже понять жизнь поэта и его окружение. Присутствующие могли задать вопросы авторам и участникам вечера, что создало атмосферу живого общения и обмена мнениями. Творческий вечер стал не только данью памяти, но и возможностью для всех окунуться в мир поэзии, вдохновляясь глубиной чувств и мыслей, которые оставил великий поэт. Лимда Джамалдинова, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.